Село Кулунду было основано в 1917 году после строительства железной дороги. Сегодня оно граничит с Таджикистаном. Как говорит местный учитель, народ вот уже 30 лет ждет решения вопросов делимитации и демаркации границ. Последняя надежда народа у Садыра Джапарова, поэтому мы поддерживаем его президентскую платформу. Постоянно столкновение между таджикским и кыргызским народом происходит. Именно на границе. Потому что работа как делимитация, демаркация вовремя не было. Поэтому столкновение происходит. Мы не хотим отдать им метр земли, поэтому столкновение идет. Я Абсаттаров Абдухалил, преподаватель профессионального лицея номер 31. В своей речи Джапаров затронул многие сферы, в том числе отметил, что определение линии границ должно быть приоритетным вопросом, решаться в рамках договоренностей двух стран на основе взаимного уважения. Чегара улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилген. Азыр айтып атабыз, эч кандай мындай конфликт жок, чечели, талаш тартыш жок, мындай атышып кырылышып кетпестен мындай эле чечебиз деп ушундай максат кылып атабыз. Анан ушу жергиликтүү элдерден, чек арада турган аймактардан суранычта баягы көп конфликтке барбай турсаңыздар, бардыгын тынчтык жол менен чечип алабыз. Кудай буйрса планыбызда бар. Ушу чек ара аймактарына жалаң жаштарды тартып, үйлөрдү салып берип, ошо отурукташтырганга ушундай биз планыбыз бар. Кичине убакыт керек, убакыт бергиле, тынчтыкты сактап турсаңыздар, бардыгы жакшы болот, Кудай буйрса. Молодежь отметила, что их требования, как и сегодня, так и 5 октября, проведение иллюстрации. Кандидат отметил, что все эти мероприятия будут проводиться. Кроме этого, объявленная экономическая амнистия дает свои плоды. Нечистые на руку лица возвращают государству незаконно нажитое имущество. На встрече с местными жителями несовершеннолетняя девочка, у которой отец работает в России, вручила письмо кандидату и попросила устроить на работу своего отца именно на родине. Кандидат в президент отметил, что трудоустройство соотечественников в Кыргызстане один из приоритетных вопросов. Все это решаемо, нужно лишь время. Менин президентим Садыр Джапаров, мен Нейлек районунун Жаштык айылынан Жоробаева Рахатай Иманалиевна. Менин атам жыл 12 ай Россияда менен менин атама Кыргызстандан жумуш таап бериң. Мен атамдын мээримиге зармын. Атам алдында болушун каалаймын. Биз 5 бир тууганбыз. Сизди урматтап, мен Рахатай дейт. Көкүрөгүбүздө турат мунун баары. Мен билемин. Местное население отмечает, что у приграничных сел много нерешенных вопросов. Он честный человек и любит людям, хочет он хороший жить. Садыр Джапаров честный человек. Я его люблю и уважаю и хочу президент быть. Садыр. Моя фамилия Чумаева Брулай. Я приехала из Дархума, Шерташпилот, школу Шерташпилот именно. Учители все предали меня, чтобы мне дать привет Садыр Джапарову. Последняя надежда народа у Садыра Джапарова, поэтому мы поддерживаем его президентскую платформу. Постоянно столкновение между таджикским и кыргызским народом происходит. Именно на границе. Потому что работа как делимитация, демаркация вовремя не было. Поэтому столкновение происходит. Мы не хотим отдать им метр земли, поэтому столкновение идет. Я Абсаттаров Абдухалил, преподаватель профессионального лицея номер 31. Таза судун көйгөйлөрү бар. Анан границаны чечип берсин, жолдорубуз начар. Мана Лейлек немеге барыш үчүн, мана Санага барыш үчүн ham жолдорубуз чада. Тежолу балнойлор болуп калса, скорый менен барыш жолдору ham начарда балдарым. Ошондуктан биз Тажикстанга барышка туура келип жүрөт деди илгери. Мына азыр Лейлекский район Баткенской области воспитал достойных сыновей и дочерей, которые внесли свой вклад в развитие Кыргызстана. Один из них – Исхак Разаков, который стал примером для всех госчиновников и деятелей. Слова этого выдающегося деятеля: «Если ты будешь чист, я буду чист, то и общество будет чистым», по сей день не утратил свою важность.